Повести за собой людей, отвечать за этих людей – это же большая ответственность. Также немногие понимают, что власть – это в первую очередь ответственность за каждого человека, который идет с тобой. Сегодня мы с вами пообщаемся с политтехнологом Илларионом Авелевым. Знакомство с избирательной системой у него произошло 18 лет, когда сам пытался стать депутатом горсовета. С тех пор и работает в этой сфере. «Я могу все» – его девиз. Очень приятно, когда у людей глаза горят, когда говорят о любимом деле. Ну, если бы эта работа мне не нравилась, да я даже этой работой не назову. Потому что работа от слова «раб», да, корень слова. Это, скорее всего, любимое дело, хобби, которое приносит, скажем, удовольствие в жизни. Политика – это жизнь. Потому что, в нашей жизни без политики, без политических процессов не происходит ничего. Поэтому, да, политика – это жизнь, от которой зависит жизнь каждого человека, да. И человек по-прежнему винтик в огромном государственном механизме. Смотря кем вы себя ощущаете, вы можете ощущать себя винтиком, можете ощущать себя болтиком. Это же от степени восприятия каждого человека зависит. Кем вы себя считаете в этой жизни? Если винтиком, да, вы винтик. А если что-то больше, значит что-то больше. Какие наиболее важные черты для успешного политика? В первую очередь, наверное, осознанность, честность перед самим собой. Зачем тебе это нужно? Идти в политику, заниматься политикой, участвовать в политике. Зачем? Простой вопрос. Основное правило в политике – это соблюдать закон той страны, где вы живете и работаете. Но некоторые политики завоевали себе определенный имидж, в кавычках. Люди проявляют свое неравнодушие, свое отношение. Если человека никак не называют и никак он не задевает других людей, ему и прозвище-то не придумают. Он в памяти не сохранится людей, эмоции не вызовет. А так человек вызывает эмоции определенные, позитивные, негативные, неважно. Не кажется ли вам, что на окраинах, в частности у нас, идет перегиб, чрезмерное старание перед партией? Как говорил в свое время незабвенный Виктор Степанович Черномырдин, какую партию в России не создавай, один черт КПСС получается, да? Поэтому, да, на местах всегда есть перегибы. Это же зависит не от политики самой той или иной партии, а от конкретных исполнителей на местах, как они это понимают. Вообще сложно работать с кандидатами, с политиками? Насколько сложно? Все зависит от человека, как говорится. Самое слабое звено в избирательной кампании – это сам кандидат. Самое главное, чтобы кандидат не совершил фатальную для него ошибку. Для этого есть мы. Не дать ему совершить эту фатальную ошибку. Политтехнологи. И сколько времени длится этот период? Смотря как. Обычно у нас, как всегда, кандидаты в последний момент вспоминают, что у них выборы, что день голосования, и хорошо это, если за 3 месяца, то обычно за месяц. У нас только в республике или вообще? Да почему? Везде. По всей России все кандидаты, дай бог, если за 3 месяца до выборов, до дня голосования имеется в виду, вспоминают, что выборы, и начинается у нас, любимая забава российского народа весенне-осеннего периода, выборы называется. О работе парламента. К сожалению, мало инициатив и сотен принимается в Госдуме. В Госдуму каждый субъект федерации, каждый региональный парламент, Заксобрание каждого региона вносит те или иные законопроекты, которые призваны улучшить жизнь людей на данной территории. И естественно, что по всей России таких законов вносится законопроектов очень много.
Да, наш парламент Илтумен работает довольно-таки давно, большим опытом, и вносится очень много законопроектов от республики, призванных улучшить жизнь на нашей территории. Но, к сожалению, об этом, возможно, мало очень говорится в средствах массовой информации, вообще в информационном пространстве. Народ не знает, чего. Ну, естественно. Поэтому и возникает мнение у народа, что сидят дармоеды, бездельники, которые за бюджетные деньги ничего не делают. Хотя на самом деле работа проводится колоссально. Именно нормотворческая работа. Как политика может повлиять на изменение климата? Как политика может повлиять на изменение климата? Ну, не я сказал, это сказал, по-моему, Владимир Ильич Ленин. Политика – это концентрированная экономика, а экономика – это концентрированная политика. А экономика из чего строится? Из влияния на экологию, на экологические процессы. Вся у нас экономика строится в большинстве стран во всем мире на том или ином влиянии на природу, на экологию. То есть у нас, к сожалению, цивилизация потребительская. Мы потребляем ресурсы природы. От этого зависит благосостояние цивилизации. Поэтому, да, политика влияет на экологию. И наша задача, по-моему, в том, чтобы как можно меньше влиять на экологию, сохранять ее. Раз вы упомянули Ленина, сменили ли вы свое мнение о вожде, как большинство россиян? В процессе развития истории вождей было много. И они внесли свой определенный вклад в развитие, скажем так, цивилизационных процессов на данной территории. И время и история само расставляет всех по местам. А то, что в угоду смене каких-то политических систем менять мнение о том или ином историческом персонаже. Это получается как закономерность, что ли? Вообще я считаю, что в каждый исторический момент приходит тот или иной руководитель, который необходим на данном историческом отрезке. Значит, Путин Так точно. необходим нам сейчас. Так точно. Именно. Просто в России, возможно, да, еще с тех времен, когда была Киевская Русь, был такой персонаж Нестор Летописец, да? Помните такого? Дедушка, который сидел в келье, в Киево-Печерской лавре, по-моему, и писал хроники исторические, летопись вел. И да, любой там киевский князь, который на данный момент хотел, чтобы в летописи о нем было как можно больше упоминаний, да? В позитивном ключе. Но хорошо, что в та поры церковь как-то была немножко отделена, может быть, от светской власти, и у светской власти не было такого влияния. Ну и от самого персонажа, от Нестора, зависело многое. Он писал то, что хотел. То есть, получается, достаточно независимо. субъективного много в истории. Да, субъективного много в истории. Многие князья киевские пытались, чтобы он там повлиять на него, чтобы он написал о них хорошо в летописях. Но обычно они удостаивались 2-3 строк. Ну а то, что история в угоду политике иногда или там политическим каким-то системам, неважно каким, переписывается, ну это есть. Каждый хочет в истории оставить память о себе позитивную. До сих пор много закрытой информации времен Второй мировой войны, репрессий.
как говорится, меньше знаешь, лучше спишь. В истории каждой страны, у каждого государства есть как и светлые стороны, так и темные. Не бывает абсолютно светлого, не бывает абсолютно темного. И, конечно, любой руководитель страны, там, лидер пытается больше светлого своему же народу там, или вообще всему мировому сообществу показать о своей стране более с позитивной стороны, чем с негативной, правильно? Поэтому, да, негативная в истории в Америке тоже очень много темных страниц, которые не разглашаются для широкой общественности, сохраняются в секрете. В истории России и СССР тоже такие же есть моменты. В истории всех великих цивилизаций на этой планете есть и светлые, и темные стороны. Раньше, когда СССР был за железным занавесом, семьи и люди были более открыты друг к другу. Позже, после перестройки, стало наоборот. Процесс глобализации, когда все понимают, что эта планета настолько маленькая, и что мы все в ней вместе живем, границы между странами это достаточно условные, да? И мы несем ответственность за эту планету, все вместе коллективно. А то, что мы поделены границами, государствами, ну, это всегда было, есть. Но процессы глобализации, они идут. Если лет 40-50 назад, да, мы жили за железным занавесом, и это имело как свои плюсы, так и свои минусы, но в историческом процессе, ну, как бы, в процессе будет видно, хорошо это было или плохо. Возможно ли прийти к такому государству, где все граждане смогут самореализоваться? Главное же для человека самореализация. Ну, такого идеального государства, конечно, это долгий процесс. Но мы стремимся к этому, к совершенству. Это совершенное государство было бы, если бы каждый гражданин в государстве был самореализован. Ну, это... Так политика же как раз руководство страны может повлиять на, если будет вести... Оно может создать условия для самореализации. Самая главная задача государства и политиков в этом государстве – это создать условия для самореализации каждого отдельного гражданина. А за этого гражданина государство, ну как? Оно не заставит его самореализоваться, если он не захочет. Это зависит от каждого гражданина, хочет он самореализоваться или нет. В какой-то мере я тоже создаю условия для самореализации определенной категории граждан этой страны, которые имеют мотивацию для самореализации. В органах государственной власти, там муниципальной власти. Помогаете? Да. Я создаю условия, создаю предпосылки, может. Ну, например, возьмем простого обычного гражданина, который вот неравнодушен к тому, что происходит вокруг него в конкретно взятом населенном пункте, да, или в конкретно взятом муниципальном образовании. И он выдвигает свою кандидатуру для участия в выборах, замещения должности там главы района, главы наслега, не знаю, депутата там райсовета, наследного совета или там тумена. Но неважно, какой уровень власти он хочет, чтобы участвовать именно в создании условий для самореализации граждан, да? И я ему помогаю в этом. Так? То есть я участвую в процессе. Что скажете об особенностях управления массами? Ваше наблюдение? У нас в основном органы государственной власти, скажем так, да, как в России, так и во всем мире, очень любят держать под контролем те или иные вопросы. Контролировать массы. Мне кажется, это иллюзия контроля все-таки. Контролировать
Если ты не контролируешь себя, то что-то другое контролировать, по-моему, невозможно. Когда у тебя есть самоконтроль, то контроль над процессами возникает сам собой. Самое главное — самоконтроль. Невозможно изменить этот мир, не изменив себя. Невозможно контролировать этот мир, не контролируя себя. Так же. Согласны ли с мнением, что верные впечатления о человеке можно получить в первые минуты? Согласен. Почему нет? Потому что это встроенный биологический механизм. В любом живом организме, когда вот первый контакт визуальный вот в информационном поле, он всегда верный. Это же возникает некий какой-то вот энергетический резонанс. Или не возникает этот резонанс? Верите в чудеса? Я их делаю, эти чудеса. Как я могу не верить? Книга из детства, которая особенно впечатлила. В 12 лет я прочитал книгу Исая Калашникова «Жестокий век». Это такая художественная интерпретация истории Чингисхана. Ну да, это как художественная литература, исторический роман, скажем так, о жизни, деятельности, как я считаю, самого великого человека тысячелетия по версии ООН, да? Чингисхана. Да, эта книга меня впечатлила. Когда впервые ощутили свою внутреннюю силу? Она есть у каждого человека. И самое главное, по-моему, человеку осознать свою внутреннюю силу. В каждом человеке есть, как говорится, искра Божья. Самое главное — не погасить эту искру в себе и раздуть ее, чтобы она не погасла. Чем любовь отличается от влюбленности? Есть хорошая такая восточная, китайская, по-моему, притча, когда у Будды спросили, чем любовь отличается от влюбленности. Он показал вопрошающему цветок. Влюбленный человек, он сорвал этот цветок, положил его в вазу, начал там украшать себя этим цветком. Да? А человек любящий, он этот цветочек будет поливать, холить, лелеять, ограждать, чтобы он рос, развивался. Вот, по-моему, влюбленность от любви этим и отличается.